Задать вопрос управляющим компаниям, узнать, почему отключили горячую воду или узнать о накапанных пене. Все это теперь можно будет сделать через мессенджер Макс. Соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем окончательном чтении. Инициатива разрабатывалась уже давно. Ранее о необходимости переносов чатов многоквартирных домов заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Мера распространяется на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов в сфере твердых коммунальных отходов. Правила взаимодействия специалистов с жителями домов определит Минстрой Российской Федерации. Сроки ответа на обращения, формат рассылки, уведомления о плановых отключениях или собраниях – все это будет детально расписано и находиться под четким наблюдением. Владельцами домовых чатов будут выступать представители органов регионального государственного жилищного надзора. Благодаря этому чаты будут продолжать функционировать даже при смене управляющей компании. В правительстве уверены, что инициатива повысит качество оказания услуг и выполнения работ в управлении многоквартирными домами. Кроме того, в национальном мессенджере личные данные людей будут защищены куда лучше, чем при использовании аналоговых приложений. Мера оградит россиян от мошенников и утечки информации. В правительстве отметили, что одним из главных достоинств переносов чатов в национальный мессенджер является работа при нестабильном интернете. В настоящее время сбои в работе всемирной паутины наблюдаются во многих регионах страны. Чаще всего мера вводится при отражении атак БПЛА. Теперь задать вопрос про срок отключения света можно будет даже при совсем плохом соединении. Несмотря на то, что инициатива была принята совсем недавно, в некоторых регионах страны она уже успешно заработала. Так, в Тюменской области в МАКС перевели уже почти 6 тысяч чатов многоквартирных домов. Ссылки приглашения на вступление в группу граждане начали получать уже с начала декабря этого года через портал госуслуг в специальном разделе «Домовой чат». Кроме изменений в плане цифровизации, закон предусматривает и другие изменения. Так, решения общего собрания собственников многоквартирных домов об избрании членов Совета будут оформляться протоколом по требованиям Минстроя России. Ведомство также будет устанавливать порядок и сроки оформления актов приемки услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту жилья. Помимо этого, изменения затронуты руководители управляющих компаний. Квалификационный экзамен по билетам для них будет отменен. На его место придет процедура независимой оценки квалификации, которая позволит более гибко проверить соответствие профессиональным стандартам и требованиям законодательства.